В Башкортостане в 5 раз увеличилось число телемедицинских консультаций. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью» и не только. Я представляю гостя в студии Елена Галимуллина, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о том, что кратно увеличилось число телемедицинских консультаций в Республике Башкортостан. И я так понимаю, что это не предел. Пока их 150 тысяч, да, но за год планируется довести почти до 500 000. Насколько сейчас это важный компонент для работы с пациентами? В первую очередь хочу отметить, что это повышение качества и доступности медицинской помощи. Если вот представить расстояние нашей республики, взять Хайбулинский район и столицу города Уфы 650, 600, 700 километров, то гражданину нужно было проехать на консультацию в столицу нашей республики, в город Уфу, для получения консультации узких специалистов, обратно вернуться в свою центральную районную больницу уже с результатами консультаций. Это в первую очередь затрачивало время самого гражданина. Конечно же, это и экономические какие-то есть изыски, потому что нужно оплачивать дорогу, если пациент едет на плановую консультацию. Ну и, соответственно, для того, чтобы повысить доступность медицинской помощи, у нас в рамках проекта «Продолжительная активная жизнь» мы развиваем телемедицинские консультации или ЦУКи, как мы их называем, Центр удаленных консультаций, для того, чтобы пациент, не выезжая от своей медицинской организации, мог получить высококвалифицированную консультативную помощь с медицинскими учреждениями третьего уровня, это республиканские наши учреждения, или с федеральными центрами, как вот РКБ Куватова, например, республиканский кардиологический центр, республиканский онкодиспансер и другими медицинскими организациями. Да, мы начинали проект буквально там с единичных телемедицинских консультаций, а на сегодняшний день у нас более 450 тысяч консультаций в этом году мы должны организовать нашим пациентам. Это врач, то есть врачи между собой консультируются по тем медицинским документам, которые сформированы у пациента в электронной медицинской карте, или же с участием непосредственно самого пациента при его информированном добровольном согласии. Эффективность этих консультаций уже вот есть, доказана, потому что всегда ли онлайн можно как-то прийти к какому-то консенсусу, да, и так далее? Ну, конечно же, в любом случае, когда есть, например, вопросы у лечащего врача в рамках диспансерного наблюдения или определения тактики ведения пациента, определения тактики лечения, конечно же, есть результат, потому что наши центральные районные больницы, межмуниципальные центры в рамках модернизации первичного звена здравоохранения довольно-таки хорошо были оснащены и оснащаются на сегодняшний день медицинским оборудованием, квалифицированными кадрами, поэтому здесь, конечно, результат третьего уровня, результат уже высоко квалифицированных специалистов третьего уровня, они позволяют изменить тактику ведения пациента и, соответственно, улучшить качество его жизни. Но бывают случаи, когда непосредственно нужна очная консультация, то есть уже здесь мы приглашаем пациента непосредственно в нашей клинике, предварительно записав на запись на прием к тем или иным узким специалистам. Поезда здоровья уже точно доказали свою эффективность. Вот в этом они 7-й раз проходят. В этом году вот я понимаю, что акция еще продолжается, но тем не менее есть какие-то промежуточные результаты, может быть, как-то изменилась картина заболеваний и так далее, может быть, есть какие-то... Конечно же, у нас это традиционная наша акция «Здоровая республика, здоровый регион». Мы практически прошли уже экватор в этом году. Мы начали в апреле, стартовали, и примерно до середины сентября у нас будут курсировать наши медицинские комплексы для проведения профилактических осмотров. В этом году мы стартовали уже в начале весны, и очень нам помогли республиканские наши медицинские организации. Это наша передвижная мобильная поликлиника РКБ Куватова и кардиоцентр. И в этом году мы заполучили возможность республиканской стомат-поликлиники также выехать в Зауралье. Елена Николаевна, и диспансеризация, теперь она проходит не только по будням, но, насколько я понимаю, к доктору можно прийти и в субботу.
Да, конечно, Роза. У нас, во-первых, есть удобные формы записи на диспансеризацию. Гражданин может заранее записаться как через госуслуги, через наше приложение к врачу, через номер 122 добавочный .2 у нас можно позвонить операторам контакт-центра, и вас запишут на диспансеризацию. Также через МАКС можно записаться. И можно записаться непосредственно, придя в поликлинику в удобное для вас время. Мы в субботу работаем, профилактические отделения работают и по субботам в медицинских организациях. А также у нас есть определенные дни, когда мы делаем зеленый коридор для пожилых. Это вторник у нас, серебряный час называемый, когда можно прийти пожилым людям и пройти без очереди, без каких-либо возможностей пройти диспансеризацию. Затем у нас есть час СВО, то есть у нас для участников специальной военной операции, ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей организованы, проводятся по средам диспансеризации, также вне очереди они записываются, приходят, и первый этап диспансеризации можно завершить буквально в пределах 1,5-2 часов, находясь в медорганизации. И при этом вы получите свой первый чекап вашего организма, что вам нужно и что дальше нужно делать нам. Я правильно понимаю, что сейчас, благодаря реализации нацпроекта, вот продолжительной активной жизни и так далее, самое главное, самый основной упор делается именно на профилактику, причем вот изучать не только факторы риска, но и уже и предриски, насколько я понимаю. Да, у нас в этом году стартовал новый проект. Это реализация центров медицины здорового долголетия. Для нас тоже это новое. Если мы раньше выявляли факторы риска развития заболеваний, которые приводят к осложнениям и острым ситуациям, такие, например, как курение, фактор риска, повышенный уровень веса, ожирение, фактор риска, например, высокий уровень холестерина, высокий уровень сахара. Это уже практически возможно развитие в ближайшее время основных заболеваний, которые могут привести к каким-то сосудистым, например, катастрофам. Сейчас в здравоохранении есть новое направление, новая парадигма. Это развитие именно медицины здорового долголетия. То есть мы не просто долго должны жить, но мы еще должны здоровыми быть и здоровыми долго-долго жить. Для этого мы создаем центры медицины здорового долголетия. На сегодняшний день он в пилотном проекте у нас организован на базе городской клинической больницы номер 18 города Уфа с маршрутизацией вот именно населения, которое прикреплено к 18-й больнице. А кроме этого у нас 24 центра здоровья, которые организованы на базе профилактических отделений или профилактических кабинетов в наших медицинских организациях. Основная их цель как раз вот и направлена научить или профилактировать те заболевания, которые могут быть развиты. У нас с этого года функционируют школы здоровья, так называемые, для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Это школа сахарного диабета, школа для больных с артериальной гипертонией, школы для пациентов с бронхиальной астмой, с хроническими заболеваниями легких, или, например, школа для пациентов с болезнями органов пищеварения. Это не просто прийти как-то методично выучить определенные постулаты, как себя вести, но в первую очередь мы учим наших жителей, наших пациентов, как правильно питаться при том или ином заболевании, как правильно принимать лекарственные препараты, как правильно измерять уровень артериального давления, исследовать свой пульс, как прислушиваться к своему здоровью для того, чтобы вовремя подключить медицинскую составляющую, чтобы не было каких-либо осложнений. Ну и, разумеется, для реализации всех этих проектов и программ нужна крепкая материальная база. Насколько понимаю, у нас в Башкортостане, в городах и районах, кроме, я не говорю об Уфе, у нас процесс выстроен. У нас открываются поликлиники в Бакалинском, в Благовещенском районе, открылись новые, да, в минувшем году, в начале этого года. А вот как обстоит материальная база именно в Уфе? Потому что здесь какие-то, по-моему, специализированные программы должны быть. Да, конечно. В модернизации первичного звена здравоохранения, к сожалению, город Уфа не может быть реализованы эти мероприятия, потому что это миллионный город, в первую очередь, это столица нашей республики. И по поручению главы республики у нас именно региональный проект функционирует в городе Уфа, модернизация учреждений, медицинских учреждений города Уфы. В прошлом году мы сделали ремонт, капитальные ремонты в 2 поликлиниках в их филиалах.
Это поликлиника на улице Губайдуллина, клинической больницы скорой медицинской помощи, и поликлиника, филиал поликлиники городской клинической больницы номер 8. Это, во-первых, изменение облика, полностью брендирование идет по современным требованиям, изменение материально-технической базы в плане оснащения оборудованием медицинским, ну и, соответственно, выстраивание всех процессов, которые позволяют увеличить качество медицинской помощи и удовлетворенность наших жителей. Это стандартизация процессов, например, как стандартизация оказания неотложной медицинской помощи, стандартизация работы фельдшера, участкового терапевта, то есть все, что необходимо для того, чтобы наши жители были более удовлетворены качеством оказанной медицинской помощи. Иногда ведь достаточно правильного слова для того, чтобы правильно маршрутизировать пациента и правильно его настроить, куда ему нужно обратиться в ту или иную минуту. Чаще всего пациенты приходят к нам в поликлинике, и для оказания неотложной помощи мы их сразу направляем в кабинет неотложной медицинской помощи. Не обязательно посещать участкового врача-терапевта. Если ему нужно выписать справку, он идет в доврачебный кабинет для того, чтобы получить ту или иную справку, естественно, если нет необходимости посещения участкового врача-терапевта. А в этом году у нас также запланирована дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения города Уфы. Это филиал поликлиники номер 43 Сипайлова и детская поликлиника номер 5, также филиал, также будут отремонтированы по новым требованиям, по новому брендбуку, с новым медицинским оборудованием и с новыми процессами. Ну и самое главное, это инициатива самих горожан, жителей республики для того, чтобы пройти профилактический осмотр, чтобы избежать дальнейших проблем, верно? Конечно, да, конечно, да. Самая главная инициатива. Елена Николаевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы, рассказали, как можно заботиться о своем здоровье и избежать острых заболеваний. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.